В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев работает в Мирнинском районе. Он посетил ряд социально значимых объектов поселка Айхал. Судоходная компания «Алроса Лена» и Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвели итоги навигации этого года. Талантливая девочка из Ленска профессионально рисует, участвует в научных конференциях российских уровней, занимая там только первые места и играет на хомусе. Айсен Николаев продолжает работать в Мирнинском районе. Со вчерашнего дня глава республики находится в поселке Айхал, который отмечает 60-летие со дня основания. Так, Айсен Николаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейной дате, и посетил ряд социально значимых объектов поселка. В завершении рабочей программы в Айхале глава провел совещание с представителями руководства поселка, Мирнинского района и компании «Алроса». Далее Айсен Николаев продолжит работу в городе Удачный, где проведет рабочие встречи с сотрудниками пожарной части и городской больницы. Безусловно, поселок Айхал, который отметил свое 60-летие, является одним из важнейших пунктов нашей республики, развитие которого определяет развитие в целом экономики нашей республики. Здесь сегодня добывается 27% алмазов акционерной компании «Алроса». И именно здесь куется благополучие практически всех жителей нашей Якутии. Но, конечно же, Айхал – это не только алмазы, это в первую очередь жители Айхала. И я благодарю айхальцев за самоотверженный труд, за активность, в том числе в реализации различных социальных проектов. Айсен Николаев также посетил школу номер 23 поселка Айхал. В ходе осмотра ему представили Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Начиная с прошлого года в данном центре порядка 500 детей занимаются по 8 направлениям, среди которых робототехника, пилотирование квадрокоптером, разработка видеоигр. Также глава региона принял участие в церемонии открытия мемориальной доски с барельефом Георгия Кадзева, основателя поселка и первого директора рудника Айхал. Поколение, конечно, молодое поколение должны знать историю, как Айхал образовывался, какие люди работали, и продолжить развитие, образование нашего поселка. Воспитание детей должно быть именно основано на истории поселка. Глава Якутии оценила и производственные мощности обогатительной фабрики Айхальского ГОКа. Она запущена в 1996 году. Запланировано перерабатывать 10 миллионов тонн руды в год. Туда на переработку руда доставляется из месторождений трубок «Юбилейная», «Заря» и подземного рудника Айхал. Фабрика является градообразующим предприятием поселка, где трудится около 3000 человек, в том числе на обогатительной фабрике более 200 человек. На долю Айхальского ГОКа приходится 27% алмазов, добываемых компанией «Алроса», подчеркнул глава республики Айсен Николаев. По итогам прошлого года на фабрике обработано более 7,5 миллионов тонн руды, добыто свыше 8 миллионов карат алмазов. За 2,5 десятилетия на обогатительной фабрике номер 14 обработано 225 миллионов тонн алмазоносной руды и добыто 150 миллионов карат алмазов на сумму свыше 12 миллиардов долларов. К другим темам. За минувшие сутки на территории республики зафиксировали 292 новых случая коронавируса. Так, в Якутске обнаружили 140 случаев, в Алданском районе 15, в Мирнинском 14, в Нюрбинском 8, в Ленском 7. По 12 заболевших инфекцией зарегистрировали в Усть-Алданском и Хангаласском районах, по 11 в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском, по 9 в Намском и Тампонском, по 6 в Вилюйском и Момском, по 5 в Верхоянском, Сунтарском и Усть-Майском, по 4 в Амгинском, Булунском и Нижнеколымском районах. Кроме того, 3 новых случая выявили в Абыйском районе, по 1 в Алекминском и Оленёкском районах. За сутки лаборатории республики провели 1702 исследования.
Перевыполнили планы, готовятся ставить новые рекорды по завозам. Руководство судоходной компании «Алроса Лена» и Управление материально-технического снабжения «Алроса» подвели итоги навигации этого года. Что и для кого перевозили и почему эту навигацию считают рекордной по продолжительности, расскажет Ксения Журавлева. Первый лед, конец навигации, время подводить ее итоги. Для судоходной компании «Алроса Лена» она завершилась еще неделю назад. В этом году речники работали 174 дня. На неделю больше предыдущего рекорда. В 2018-м речники отработали 166 суток. В этом из-за позднего ледохода работа началась позже, 20 мая. Старт навигации дало судно СК-2098 компании «Алроса». В зимний период судоремонт 2020-2021 года суда были подготовлены качественно. За период навигации отказов работы узлов, механизмов не было. Экипаж отработал ровно. Но в эту навигацию было задействовано 28 единиц, в том числе и плавучий кран, который занимался в аренде, находился. С 31 октября флот распределен по местам зимних стоянок. Его готовят к плановым ремонтам. Деятельность УМТС не прекращается. Снабженцы работают с товаром и после закрытия навигации. Нам сейчас самое главное получить весь товар, оприходовать его, разобраться с ним, разложить по местам, как мелкие партии, так и крупные вещи. Положить на склад, посмотреть, что требует особого хранения, завести, в теплые склады, либо, обеспечить иные условия. Груз в Ленский речной порт везут из города Усть-Кут Иркутской области. Туда по железной дороге вагоны прибывают из разных уголков России. В этом году станция Лена-Восточная была перегружена, что затрудняло работу логистов. Трудностей добавляли и лесные пожары. Из-за дыма речники были предельно осторожны, но груз доставляли своевременно. Всего мы отгрузили более 320 тысяч тонн, в том числе нефтепродуктов на 161 тысячу тонн и сухогрузов на 168 тысяч тонн. Выполнение плана у нас составило 105% от планируемого. Соответственно, мы перевезли объема больше, чем планировали. Возили разные, от автопоездов до топлива. Не обошлось и без новшеств. Пока речники готовятся к плановым ремонтам, УМТС ждет открытия зимника. Планы грандиозные, хотят увеличить завоз. Тем временем подразделения компании формируют заявки на потребности производства. Их анализ позволит заранее спланировать доставку на 2022 год. Ксения Журавлева, Карина Лопатина, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». С наступлением холодов на крестьянском рынке Сайсары города Якутска появляется больше местной продукции. Цены на мясо разные, в зависимости мякоть, грудинка или ребра. Например, килограмм мякоти говядины свежего забоя можно купить от 500 рублей за килограмм. Жеребятина намного дороже, предлагают килограмм за 800 рублей и выше. Есть на рынке и свежая оленина. Килограмм также стоит 800 рублей. Рекордсменами цен на столичном рынке являются кровяная колбаса и хорта. Деликатесы можно купить за 2500 рублей. Печень по 500 рублей за килограмм, а за килограмм очищенных свиных ножек просят 150 рублей, а за коровье 250 рублей. Сейчас самое время запасаться на зиму, поэтому продавцы оптовым покупателям снижают цену примерно на 100 рублей. С открытием зимних дорог выбор станет еще шире и цены подешевеют. В Ленском районе много талантливых детей. Это музыканты, и танцоры, художники и спортсмены. А вот тех, кто владеет несколькими талантами сразу, да еще и в совершенстве, нужно поискать. Екатерина Гавриш – одна из тех немногих. Она профессионально рисует, участвует в научных конференциях российских уровней, занимает там только первые места и играет на хомусе, освоив этот инструмент полностью сама. О творчестве особенной девочки смотрите в нашем сюжете. Екатерина Гавриш – ученица второй городской школы 6 класса. Еще такая юная и уже настолько талантливая девочка. Отличница, танцует якутские танцы, играет на хомусе и очень красиво рисует. С 1 класса мне очень сильно нравилось рисовать. Я решила тогда записаться на кружок. И с первого раза работы были сначала не совсем такие профессиональные, как сейчас. И сейчас я уже могу сказать, что добилась больших успехов. Больше все-таки нравится рисование. Если у меня остается свободное время, то я сижу и посвящаю ему время.
С 3 лет девочку мама учила читать. Юлия – логопед в детском саду, поэтому уроки грамотности дочка осваивала быстро. В этом же возрасте героиня нашего сюжета начала заниматься русскими народными танцами. Сразу стала одной из лучших. Но постепенно интерес стал пропадать. Все больше появлялся к якутским танцам. Сегодня Катя – солистка якутского ансамбля «Карыкуу». Катя выступала во многих танцевальных конкурсах, одерживала победу. В «Минуте славы» выступала. Когда она стала больше ходить на танцы, со временем она уже стала одерживать в танцевальных конкурсах победу, такие как лауреат. Ее стали награждать. Она очень ответственная, очень исполнительная. И она даже несколько раз выступала в Москве на сцене, танцевала якутяночку и танцевала другие якутские танцы. Все больше приобщаясь к культуре якутов, Катя решила освоить игру на хомусе. Нашла уроки педагогов на YouTube и начала самостоятельно учиться. Сегодня девочка в совершенстве владеет этим музыкальным инструментом. Катя написала несколько научных диссертаций. Одной из тем и стал хомус. Участвовала в конкурсе «Красота Божьего мира». Для него девочка специально нарисовала эксклюзивные картины. Теперь они находятся в Москве, на Поклонной горе, в выставочном зале. В копилке Кати более сотни грамот, благодарностей, несколько медалей самых высоких уровней. На этом девочка не планирует останавливаться. Сегодня ее работы снова на республиканском конкурсе, и она надеется на очередной успех. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. Показ фильма якутского режиссера Владимира Мункуева «Нучча» состоится на кинофестивале «Темные ночи», который пройдет с 12 по 28 ноября в Таллине. Историческую драму представят в основной программе кино, в которую входят главные новинки российского кино, отмеченные призами международных фестивалей. Также картина входит в программу «Свежие веяния». В основу фильма лег рассказ польского этнографа Вацлава Серашевского «Хайлах». Свое первое признание фильм получил еще на этапе завершения, когда на фестивале «Темные ночи» он стал победителем в программе Works in Progress Awards. Затем фильм стал лауреатом гран-при конкурса «Восток-Запад» на фестивале в Карловых Варах, а на «Кинотавре» фильм наградили за лучшую режиссуру. Оставайтесь на нашем телеканале.